Добрый вечер. Эфир телеканала ТВР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И поговорим мы сейчас вот о каком деле. В оккупированном Крыму оккупационная полиция устранила недостатки в протоколах и повторно отправила административное дело матери политического узника Сервера Мустафаева, Венеры Мустафаевой, так называемый суд. Силовики исправили ошибки, и сегодня в так называемом Бахчисарайском районном суде снова рассмотрели административное дело. Я напомню, что силовики составили на Венеру Мустафаеву 2 административных протокола по обвинению в нарушении порядка проведения пикета и нарушению правил поведения при режиме повышенной готовности, который действует на полуострове с марта 2017 года в связи с эпидемией коронавируса. Первое административное дело, так называемый суд постановил закрыть, посчитав, что в действиях Мустафаевой отсутствует состав преступления. А вот по второму делу протокол был отправлен силовиками, его вернули в оккупационную полицию, не уточнив, какие именно нарушения там присутствуют. Но, тем не менее, силовики заявили, что они эти ошибки исправили. И вот сегодня этот протокол должны были рассматривать в суде. И с нами на связи адвокат Лилия Гимиджи, и у нее мы узнаем подробности сегодняшнего заседания. Добрый вечер, Лилия Ханум. Добрый вечер. Чем закончилось сегодняшнее заседание суда? Сегодняшнее заседание закончилось оглашением судебного решения о том, что Венера Мустафаева виновна в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде 1000 рублей штрафа. Но нужно, во-первых, описать, как это все происходило. Мы пришли вовремя к суду, и я заходила первая. Это было без 3 минут час. На час было назначено заседание. Пристав не впустил меня в здание суда, сказал, что необходимо ожидать на улице и вас позовут. Я вышла на улицу. В этот момент, когда я вышла, подошла уже Венера Мустафаева. Она была со своей знакомой. Мы поговорили минут 10 и попробовали зайти во второй раз. Второй раз войти в здание суда у нас получилось. Прошло некоторое количество времени, пока у нас проверили, осмотрели сумки, пока мы прошли через рамку, зарегистрировались. Как потом позже стало, в момент регистрации я посмотрела на время, было 15 минут второго. По своим часам они нас зарегистрировали, наше прибытие в 17 минут. Мы подошли к кабинету суда, ну и, собственно, ожидали, пока нас пригласят в судебное заседание. Вместе с нами ожидали сотрудник полиции, который составлял протокол, и преподаватель крымско-татарского языка и литературы. Так совпало, что это преподаватель моего подзащитного и сына, Венера Мустафаева и Сервера Мустафаева. Так как они были друг с другом знакомы, они разговаривали. Мы ждали достаточно долго. Сотрудник полиции говорил нам, что необходимо подождать, что судья находится в совещательной комнате, что он ознакомится с протоколом. Ну, собственно, мы и ждали добросовестно порядка 2 часов. После этого вышел секретарь судьи. Я спросила, долго ли мы еще будем ждать, так как мы 2 часа ждем, и нам ничего не известно. Да, говорит, проходите на оглашение. Когда мы прошли на оглашение, нам начали зачитывать решение суда, и с этого решения суда нам стало известно, что мы с Венерой Мустафаевой якобы не явились на судебное заседание. Она признана виновной, ей назначен штраф. И ходатайство, которое мы писали о прекращении административного дела в связи с тем, что вышли сроки привлечения, оно не подлежит удовлетворению, так как дело в суде находится меньше 3 месяцев. У меня на этот счет иная позиция. Дело в суде находилось несколько дней, все это время оно находилось в отделении полиции. Изначальный протокол был составлен вовремя, в срок, но те изменения, те дополнения, которые вносились, они не приостанавливают течение срока. И, собственно, к тому моменту, когда протокол был готов в окончательном виде, прошло практически
практически 3 месяца, что на месяц превышает срок давности привлечения по этой статье. И это уже одно должно было быть основанием для того, чтобы не привлекать Венеру Мустафаевну к ответственности и прекратить в отношении нее административное производство. Вторым основанием для прекращения мы считали, что данная статья, во-первых, режим повышенной готовности. Этот режим повышенной готовности, он законодательно не определен. Это режим повышенной готовности, который может привести к чрезвычайным ситуациям. И данный режим, он должен применяться только лишь государственным органам власти, каким-то государственным учреждениям, которые связаны с этим. Никоим образом он не может применяться к частным лицам. И более того, даже если бы это было бы возможно, то, совершая одиночный пикет, невозможно создать угрозу, риски для заболевания кем-то коронавирусной инфекцией, ввиду того, что нахождение на свежем воздухе, с соблюдением социальной дистанции в масках, и нету главного признака массовости. Но наши доводы суд не учел, получили мы на руки постановление по выходу после оглашения. Мы написали жалобу на имя председателя Бахчисарайского районного суда и начальников приставов о том, что наши права были грубо нарушены, тем, что, во-первых, мы не были допущены в зал суда и, собственно, не были приглашены на судебное заседание. В течение 10 дней у нас есть возможность обжаловать вынесенное решение суда и, собственно, вот чем мы намерены заняться в ближайшее время. Благодарю вас за информацию. Лилия Гимиджи, адвокат, рассказала об административном деле против Венеры Мустафаевой, матери политического заключенного Сервера Мустафаева. Сейчас с нами на связи адвокат Айдер Азаматов, и с ним мы поговорим еще об одном уголовном преследовании крымских татар в оккупированном Крыму. Это речь идет о второй симферопольской группе, о той группе, которая прославилась, в кавычках, самой массовой облавой, которая проходила в Крыму, и массовыми арестами. Было 25 человек, если я не ошибаюсь, задержаны. И вот сейчас всем задержанным на этой неделе продлевают меры пресечения. Вот и подробности этих дел мы сейчас узнаем у Айдера Азаматова. Добрый вечер, Айдер. Добрый вечер. Что известно о состоянии задержанных? Потому что есть информация про то, что не пускают уже 1,5 года никому на свидание, что у одного из фигуранта Беляла Адилова обнаружили коронавирус. Вот что с его состоянием здоровья? Расскажите. Ну да, действительно, после того, как коронавирус начал массово распространяться, так скажем, по всему миру, в том числе в Крыму, сейчас очень большое количество заболевших, это все прекрасно знают. Судебная система также эту ситуацию берет во внимание, и когда рассматривают материалы по продлению меры пресечения, избранию меры пресечения, людей просто не допускают, в том числе представителей СМИ, в зал судебного заседания. Причем судьи говорят, что процесс открытый, и, пожалуйста, любой желающий может прийти и посидеть и послушать, что происходит. Однако на практике, когда люди подходят к зданию суда и у судебных приставов начинают интересоваться, можно ли им пройти, потому что там пропускной пункт, они говорят, что нет, потому что по распоряжению председателя суда в здание суда ограничен доступ. Только участники процесса могут туда пройти, и все. То есть двоякая такая трактовка этой ситуации. Что касается состояния здоровья наших подзащитных из той большой группы и с этим резонансным делом, вот только сегодня утром, когда я прибыл в Верховный суд для защиты интересов своего доверителя Серана Муртаза, в отношении него сегодня
продлили меру пресечения. Секретарь судьи пояснила, что один из фигурантов, это Белял Адилов, заболел ковидом, у него положительный тест на ковид. Эти сведения получены из следственного изолятора Симферополя, где он находится, в связи с чем его не смогли сегодня доставить в суд. Поэтому его не доставят, он будет находиться на карантине. А какое лечение ему будет там оказывать, ну, честно говоря, я даже боюсь говорить, потому что в СИЗО лечения никакого нет. Там уже на протяжении долгих лет нормального лечения никто не получает. А известно его состояние? Что с ним? Как он переносит коронавирус? Ну, вы знаете, у него возраст, насколько я помню, около 50 лет. Ковид, общеизвестно, что возраст такой, так скажем, в зоне риска находятся люди за 60. Но практика показала, что не за 60, и не за 50, и не за 40. То есть есть люди, которые в 30 лет болеют ковидом и очень тяжело переносят его. Какое состояние у него на сегодняшний момент, я не могу сказать, только сегодня узнал, что он ковидом заболел, и это официально подтвержденная информация. Но думаю, что в следственном изоляторе его лечить, ну это просто его убивать, я так скажу. Его нужно вывозить в больницу, где есть приборы и оборудование, и лекарства, и капельницы, которые помогут ему. Но в следственном изоляторе, к сожалению, всего этого нет. И будет печально слышать его дальнейшее содержание в данном изоляторе. Это уже защита будет предпринимать меры. А есть доступ у родных к задержанным? Потому что вот есть информация о том, что уже 1,5 года нет свиданий. Никакого доступа родных к нашим подзащитным нет. С самого начала стадии следствия до сегодняшнего дня сначала позиция была следствия не давать никаких свиданий в следственном изоляторе, так как якобы это может помешать следствию, исказить следствие и все такое. После этого придумали причину, связанную с ситуацией в следственном изоляторе и в судах, и в управлении. Соответственно, даже если следователь даст письменное согласие, то следственный изолятор уже препятствует, указывая на то, что нельзя людей допускать, потому что карантин объявлен. Поэтому 1,5 года уже это правдивая информация, никто не имеет доступа к своим родственникам. Но у адвокатов нет ограничений? То есть и вашу помощь они получают в полном объеме? Ну, к счастью, пока адвокатов не ограничивают. Это единственный, так скажем, источник информации, это единственный мостик и для родственников, и для общественности, и вообще для внешнего мира, как-то знать, что происходит с этим человеком в застенках СИЗО. Ну, в принципе, нас пока и ограничить нельзя, потому что если ограничат адвокатов общаться со своими подзащитными, это будет прямое нарушение права на защиту. Суды на это не идут, и следователи тоже, потому что, по сути дела, развалится сразу, если адвоката не будет, и не будет доступа адвоката к своим подзащитным. Поэтому, как бы они ни хотели, но защитников пускать они обязаны, и ограничивать их в доступе также нельзя. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Айдар Азаматов о громком деле второй симферопольской группы, известной тем, что во время задержания прошли массовые аресты, массовые облавы на оккупированном полуострове, были задержаны 25 человек. Еще об одном деле хотелось бы поговорить, о деле Олега Приходько. Украинский активист из САК был задержан оккупантами по обвинению в хранении взрывчатых веществ. Потом его обвинили еще и в планах взорвать консульство Российской Федерации во Львове. Его задержали и держат тоже в очень сложных условиях, из-за которых у него осложнилась ситуация со здоровьем. Он практически потерял слух и очень плохо слышит сами процессы, сам так называемый судебный процесс. И вот на днях, вчера точнее, состоялось судебное заседание очередное по его делу. И подробности мы узнаем у Назима Шейхмамбетова, адвоката, который должен быть с нами на связи.
Добрый вечер, Назим. Добрый вечер. У нас, к сожалению, остается очень мало времени, буквально пару минут. Можете в двух словах рассказать, чем закончилось вчерашнее заседание? И, насколько я слышал, там вы приводили доказательства, связанные с телефонами, которыми якобы по версии так называемого следствия пользовался Олег Приходько для организации своего теракта. Да, действительно, по версии обвинения Олег Аркадьевич якобы имел человека, сообщника, который ему звонил с города Львов, и в ходе звонка и СМС-переписки они обсуждали, якобы планировали террористические акции в городе Саки и в городе Львов. Вот. Доказательством это был телефон, который изъяли во время обыска в доме Олега Аркадьевича на следующий день после его задержания. Вот. А второй телефон, как бы неизвестно, где он и как он. Ну, по версии обвинения, он был где-то в городе Львов. Нам удалось получить доказательства, что оба телефона марки BQ, оба телефона в августе 2019 года, то есть за 2 недели, были направлены в Симферополь производителем заводом, в одной из организаций, которая продает сотовые телефоны в Крыму. И буквально за 4 дня до этой СМС-переписки данные оба телефона были реализованы в одном из магазинов города Симферополя. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что еще раз подтверждает нашу версию, что Олег Аркадьевич не имеет никакого отношения к подготовке терактов или хранению и изготовлению взрывчатых веществ. Мы полагаем, что в отношении Олега Аркадьевича была произведена хорошо спланированная, но плохо реализованная провокация, по сути. И, как я выше описал, 2 телефона, купленных в одни руки за 4 дня до, по сути, этих всех переписок, с учетом того, что по версии обвинения один из звонящих должен был находиться в городе Львов, но категорично свидетельствует о том, что Олег Аркадьевич ни в чем не виновен. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Назим Шейхмамбетов, адвокат, рассказал подробности о политическом судебном преследовании украинского патриота Олега Приходько. Мое время в эфире закончилось. Буквально через 5 минут Заман